Уважаемые друзья, мне попался один ролик, посмотрите, пожалуйста. На последнем Курултае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан должен прежде всего ассоциироваться с Золотой Ордой. Уважаемые, за что я ценю и уважаю нашего президента Касым-Жомарта Кемеля Токаева? За то, что он всегда говорит правду о истории, он всегда чтит и помнит и уважает свою историю, историю великого казахского народа. Здесь он тоже абсолютно прав. Мы, казахи, являемся прямыми потомками Золотой Орды. Тому подтверждение территория Золотой Орды, которую на 70-80% составляет из казахской земли. Это во-первых. Во-вторых, где похоронен великий основатель Золотой Орды Жошы хан? Тоже на казахской земле в Ултауской области. Где похоронен еще один великий хан Золотой Орды, который 2 раза сжег Москву, Тохтамыс, тоже на казахской земле в Ултауской области. И это второе. В-третьих, казахи всегда выбирали себе ханов именно из потомков великого Жошы хана, основателя Золотой Орды. Понимаете? Начиная от Киреев вплоть до Кенесары хана, все наши ханы были прямыми потомками великого Жошы хана. Дело в том, что всю жизнь мы читали о том, что Джучи-хан атаковал Отрар в 1219 году, и этот город мужественно оборонялся 6 месяцев от татаро-монголов. И теперь президент Токаев призывает признать Казахстан наследником Золотой Орды, которая штурмовала Отрар. Уважаемые друзья, новое открытие. Оказывается, на Отрар нападали Жошы хан и золотоординцы. Уважаемые, вы поставили обложку стиха «Гибель Отрара» Мухтара Шаханова. Ну, Отрардың күйреуі. Мое сугубо личное мнение. Вы сами не читали этот стих. Моему мнению здесь место быть. Потому что если бы вы читали этот стих, вы сейчас не говорили бы про Жошы хана. Я этот стих учил еще в 8 классе. Как он начинался? Даңқын қайда төскөрлеген 200 мың әскерменен 6 ай бойы кіп-кішкентай Отрарды ала алмау, 6 ай бойы Отрардың осал тұсын таба алмау, ойы дауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан, менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма сызат түсті мына сенің арқаңда, деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады. Вот как стих начинается. Уважаемый, про Отрар в этом стихе говорится именно про Шағатай хана. Жошы хан никакого отношения к Отрару не имеет, даже близко. Он не подходил к Отрару. Жег Отрар именно Шағатай, второй сын Шыңғысхана. Шағатай хан почему пошел в Отрар? Потому что в то время Отрар принадлежал республике Хорезм во главе с Хорезм шахом, да? Шыңғысхан не хотел воевать с Хорезмом. Он отправил своих купцов и продавцов, чтобы наладить отношения с Хорезм шахом, именно в город Отрар. Но Кайыр-хан на то время, хан Отрара, просто истребил, убил всех продавцов, купцов Шыңғысхана. И Шыңғысхан решил отомстить Кайыр-хану и сжег Отрар. Но он отправил туда своего второго сына Шағатай хана. Не Жошы хана. У Шағатая есть свой улус. Был свой улус, который назывался Шағатайский улус. Он к Золотой Орде никакого отношения не имеет. Мы, казахи, потомки Золотой Орды, а не улуса Шағатая. Не путайте. И вызывает удивление, что наш президент решил героизировать именно времена ханов Золотой Орды, а не времена советского периода. Почему Золотая Орда? Почему не советский период? Но просто перечислю достоинства советского периода. Казахи получили автономию, школы, университеты, заводы, фабрики. Автономию казахи получили? О, Господи! Казахи на своей исконной земле всю жизнь жили. Они защищали эти земли и строили свое независимое государство. Далеко ходить не будем, просто скажем про казахское ханство. И вот видите ли, во время Советского Союза казахи получили автономию на своей земле. Какое привилегия. И это во-первых. Во-вторых, если говорить про заводы, фабрики и так далее, давайте не будем врать. Во время Советского Союза, Советскому Союзу это все построили американцы. Понимаю, для вас признать это и сказать невыгодно, но факт остается фактом. И самое главное,
Почему Токаев должен восхвалять Советский Союз? Ведь он прекрасно знает про Семипалатинский полигон. Ведь он прекрасно знает про искусственно сделанный Голодомор. Токаев прекрасно знает, сколько казахской элиты в 1937 году истребил Советский Союз. Он об этом, обо всем знает. А почему он восхваляет Золотую Орду? Потому что именно Золотая Орда дала цивилизацию казахскому народу, а также Руси. Токаев об этом прекрасно знает. И я его полностью поддерживаю, потому что мы являемся потомками Золотой Орды. Если вы не знаете историю, пожалуйста, не путайте людей, окей? Удачи!